Йоу, всем привет, с вами я, Тима Толюбаев, и это канал Общак Тимохи. Ну что ж, погнали, мы начинаем. Сегодняшнее видео будет посвящено самым дорогим картинам мира. Пау! Погнали! Вы когда-нибудь смотрели на картину и задумывались ли? Вот за что, зачем, нафига она столько стоит? Неважно, являетесь ли вы профи или новичком, думаю, вам будет интересно узнать список 5 картин, которые стоили свыше 200 миллионов долларов, которые в то же время простые, самые, которые можно нарисовать своими руками. Ну что ж, рассаживайтесь поудобнее, и мы начинаем смотреть топ-5 картин. 5 самых дорогих картин. Первое, второе, третье, четвертое, пятое. И давайте все по порядку рассмотрим. Ну что ж, пятое почетное место у нас занимает картина «Шедевр искусства» номер 17А, автором которого является Джексон Поллок. Ну и сразу же скажу вам, сколько она стоит. Она стоит 200 миллионов долларов. Ну так, для сравнения давайте посмотрим, что же можно купить на эти 200 миллионов долларов. Красивый частный самолет, с которым вы можете летать куда угодно. Либо одну целую яхту, на которой вы можете путешествовать. Ну или же целый замок. Техника здесь была особой. Искусствоведы говорят, что картина была нарисована всем телом. Как же это может быть, не знаю. Говорится то, что в этой картине использованы очень тончайшие брызги красок. И, конечно же, какая-то особая техника, которую придумал сам Джексон Поллок. Но это, конечно, нам неизвестно, и не нам это судить. Так что погнали ко второму. Четвертое место у нас занимает картина в нашем топе под названием «Когда же ты выйдешь замуж?». Самый распространенный вопрос у нас, тем более и во всех молодежи. Қашан үйленесің, уже үйлену керек, не жүрсің ләйліп, а? Ана Мараттың баласы давно үйленіп қойды, 3 баласы бар, сен не жүрсің? Вот, и автором этого шедевра является Поль Гоген, французский живописец. Нарисовал его он в 1892 году. На тот момент он работал обычным брокером. Да, обычным брокером, офисным планктоном, так скажем. Вот, и в тот момент он отправился в Таити за поиском, наверное, какого-нибудь живописной музы, может быть, так скажем. Вот, и в тот момент он познакомился, может быть, с этими девушками, которые прекрасно изображены на этой картине. И интересный факт. Одна из этих дам, 13-летняя девушка, которая является женой на тот момент этого самого брокера. Представьте себе, нарисовал картину, задал вопрос и женился. Все просто. Его купили за 210 миллионов долларов в 2019 году. Наверное, сейчас она стоит еще дороже. Вот, и вся история такова. У меня одна из этих самых дорогих картин, которые вы сейчас видите на экране. Вот он, прекрасный шедевр, можно так сказать. Можно увидеть всю целостность этой картины вот здесь вот. И вот она стоит 210 миллионов долларов. Ну и третье место в нашем топе занимает картина под названием «Игра в карты». Ну, как вы сами замечаете в этой картине, автор является Поль Сезанн. В 1890-95 году нарисованная картина. В то время интересный факт в том, что игра в карты на деньги как бы считалась неуместным, либо просто ужасным делом. И как бы этих людей презирали раньше. Таких людей, которые играли в карты на деньги и так далее.
Вот, но сам автор хотел не передать не то, чтобы какое-нибудь презрение либо неуважение к этим людям, нет, а наоборот, он хотел показать смысл этой картины, то, что здесь сидят умиротворенные, сосредоточенные мужчины, которые играют в карты с разумом, с каким-нибудь умом, да, вот, раздумчиво, вот, и она стоит 250 миллионов долларов. И заметьте, все картины, которые самые дорогие, они были нарисованы в 17 или 18 веке. Вот, интересный факт. И мы поехали дальше. Второе место занимает у нас картина под названием «Обмен», автором которого является Вильям де Кунинга. Нарисована в 1955 году. Ну и, конечно же, просто бешеная цена. Спросите вы, сколько она стоит? А она стоит 300 миллионов долларов. Вы представьте себе, 300 миллионов долларов, за эту сумму можно с Илоном Маском вместе полететь в космос. И это серьезно. Вот, ну, сама картина как бы отражает, по мнению автора, всю уродливость послевоенного времени. Ну, он так сказал. Вот, и она нарисована фигуративном абстракцией, да, в формате или с техникой фигуративной абстракции, которая составляет и показывает всю эмоцию самого художника. Ну, вот так вот. И ее купили за 300 миллионов долларов. Вот делать, да, нечего людям. И наконец-то мы добрались до топ-1. Самая дорогая картина в мире. Занимает у нас картина «Спаситель мира». Да, он спаситель мира. Автором которого является Леонардо да Винчи, которого мы все знаем прекрасно, самый известный художник и самый дорогой из всех, которых существует. Вот, и цена просто цена этой картины 450 миллионов долларов. На эту сумму можно купить 2 самолета, либо 2 раза просто слетать в космос. Ну, там с какой-нибудь скидкой, да? Вот, или же просто купить целый остров необитаемый в Греции. Я вам реально говорю. Вот, и картина была нарисована так называемой техникой сфумата. Это техника, которую изобрел сам Леонардо да Винчи. Вот, и эта техника позволяет смягчить все очертания фигур. Таким образом мы замечаем окутывающий воздух даже этих фигур на этой картине, можно это заметить. Лично я не знаю, как вам. Ну что ж, на этом все. Все наши топчики закончились. Вот такие вот цены, вот такие вот прекрасные произведения искусства. Ну и, конечно же, хочется сказать, почему, да? Почему, может быть, задаетесь этим вопросом, за что могут платить люди, просто взяв эту картину? Ну, конечно же, во-первых, это время. Это время 18-19 век. Это время очень-очень простых или, так скажем, необычных времен. Во-вторых, это сама техника нарисована. Эти художники были известны и в то время, и сейчас они известны. И эти картины были нарисованы с особым богатым смыслом. У меня в голове такая мысль произошла. Например, просто возьмем какое-нибудь полотно, холст, да, и купим его, и нарисуем какую-нибудь каракулю. Скажем, что это какая-нибудь, ну, придумаем какой-нибудь смысл, да, и передавать эту картину будем из поколения в поколение 2 века, и все, эта картина будет стоить 300 миллионов долларов. Надеюсь. Ну ладно, это такая дурная мысль. Ну и, конечно же, мораль всей басни такова, что
без будущего нет прошлого, и без прошлого нет будущего, как говорится. С помощью этих же картин, с помощью исторических объектов, с помощью исторических каких-нибудь вещей, либо, да, это вот с помощью этих будут строить будущее. Они будут помнить о прошлом, и эти вещи помогут не забыть наше прошлое. Поэтому обогащайтесь культурно, ходите в музей, смотрите какие-нибудь исторические фильмы и так далее. Вот так вот. Всем удачи, всем пока. Спасибо, кто досмотрел до конца. Так, йоу. Значит, про картины посмотрели, все остальное узнали. Про общак не забываем, что вы в общаке Тимохи. В общак нужно складывать 1 лайк, 2 комментария. Это стандартная цена. Так что скидываем, давайте, скидываем.